Кыргызстан. Была также принята резолюция, это была уже в повестке дня, этого вопроса не было, но участники съезда предложили такое, да, чтобы принять резолюцию, дать оценку деятельности Атамбаева в период президентства и политическую оценку. И съезд дал удовлетворительный, то есть признал успешный период президентства Алмазбека Атамбаева. Также было официально принято обращение к сотрудникам правоохранительных органов и национальной безопасности. Также было принято решение о досрочном прекращении полномочий действующего политсовета. Были избраны новые члены политсовета. Я об этом уже сказала. Я сейчас увижу, у нас 42 человека на сегодня являются решением съезда членами политсовета. Мы позже вам раздадим их фамилии, кто вошел. Но съезд также делегировал полномочия политсовету в дальнейшем также принимать решения по избранию членов политсовета на вакантных. В общем, у нас количество членов политсовета были в количестве 55 человек. Вот, на сегодня избрано 42. Также принято решение, что при политсовете будет действовать постоянный комитет. Это был оперативно рабочий орган, который будет собираться, оперативно решать какие-то вот такие рабочие моменты. Также вот вопрос, да, всех интересует, какие депутаты Киеша сегодня приняты в работе съезда. Это Бабуранова Василия Саидбековна, Карамишвина Ирина Юрьевна, Магомедов Муравьев Ганиевич, Артыков Анвар Артыкович, Розова Карамат Бабашевна, Салигулина Альфия, Мухтаров Раскильди, Айнакулов Мухтар. Также были депутаты Бишкекского горкиеша и ряда других местных. Была определена квота в количестве 180 делегатов, которые были выдвинуты, да, на местных партийных конференциях. Прибыли 170 человек. Форум был, съезд состоялся. Если еще есть вопросы, ошол кезде 3 апрель күнү Атамбаевсиз президент төрагасы жетекчиси болуп Саамбек Абдрахманов партиянын төрагасы болуп шайланды. Алар айтып атат, мыйзам чегинде бул партияны каттатабыз. Эгер сиздер соттошууга да барсаңыздар, эгер алар кандайдыр бир жеңишке ээ болуп калса, сиздер парламенттик шайлоого кайсы бир партияны күтүп, башка партияны күтүп чыгабыздарбы? алардын сиз жана айтып атпайсызбы, жеңиш алат мыйзам биз тарапта балким болуп калат, бирок биз азыр легитимдүү бир гана президент партиясы, партия Саамбек Абдрахманович мыйзамсыз легитимсиз. Если все-таки суды будут с альтернативной версией СПК, то какие у них шансы, есть ли вообще? Никаких шансов нет, что юридически они нарушают все нормы закона, они нарушают все, скажем, моральные нормы. И никаких шансов нет. Ну, здесь, видите, два варианта есть. Здесь два варианта есть, да? По закону и по политике. Если по политике, конечно, шанс выиграть у нас очень маловероятен, а если по закону, то закон на нашей стороне. По закону мы являемся той партией, которая отличаемся. Тем более в Министерстве юстиции в реестре зарегистрировано, что председатель социал-демократической партии Алмазбек Шашевич, заместители тоже определены. Поэтому вот, как я уже сказала, два определения.